Нох. Асан, что там с санкциями, как они влияют на ход деоккупации ЧРИ? Да, это хороший вопрос. Этот вопрос, сейчас я его найду. Да, давайте тогда сейчас по санкциям поговорим, которые тоже очень важны. Сейчас Кадырова начали усиленно мочить, что мы, конечно же, всячески приветствуем. И тоже начали мочить Тимура Дугазаева, да, который здесь живет в Германии, в соседнем городе от нас. И этот Тимур Дугазаев и два его товарища, эти два товарища были у нас дома, они были два друга моего младшего брата. Их моя мама кормила, они у нас дома бывали и так далее. И вот был нанят человек для ликвидации меня и еще некоторых людей здесь, в Европе. Так вот, этот Тимур Дугазаев и те два человека, бывшие друзья моего брата, которых кормила моя мама, договаривались, обсуждали меня и готовились к моей ликвидации. И, конечно же, я могу только приветствовать эту ситуацию. Настанет время и к этим двум товарищам, и к Тимуру Дугазаеву у меня будут свои вопросы. Да? Когда мы вернемся в нашу страну, эти люди, на них сейчас американцы санкции наложили, сейчас немцы их там нормально прессуют, что и правильно, да. Конечно же, Тимур Дугазаев, который постукивает на нас, на чеченцев, об этом открыто он говорил, под видом там каких-то там исламистов там и так далее. Они так привыкли нас назвать исламистом и давай, короче, в огонь и в воду этих людей. Но я никакой не исламист, и при всем при этом это не мешало им встречаться с человеком, которого наняли для ликвидации меня, встречаться и обсуждать меня и там разные там дела делать. И из этих троих человек, конечно же, в соответствии с нашим законом, как только мы окажемся на юрисдикции нашего закона, я, конечно же, спрошу с этих людей. А пока пускай ими занимаются американцы и немцы, так как они проживают и находятся под юрисдикцией этой страны. Мы будем соблюдать закон. А властей о том, что на меня готовится покушение, и что Дугазаев и вот эти два человека, которых кормила моя мама, готовили мое убийство, конечно же, я об этом тоже обязательно, я им сообщил, немцам, немецким властям, и обязательно, конечно же, это так просто не останется. Вот вам троим, я напоминаю, еще есть люди, которые в этом деле, из Чечни, которые там и так далее, и так далее. Всю информацию, которую я располагаю, я ее в надежном месте храню. Люди, необходимые знать о вас, все знают. И пока у меня не будет исчерпывающая информация и с вашей стороны, снижение накала этого конфликта, этой ситуации, у меня к вам лично, не говоря уже о всем остальном, тех людей и тот человек, который мной установлен, которым проживает, я его пока называть не буду, он не один, конечно, но установлен пока один. Одного дальше мы узнаем. Поэтому переходим. И Дугазаев Тимур попал под эти санкции. Человек, просто сам себе на свою голову сотворил проблемы. Да, он много делал для России полезного здесь, в России. И он является врагом ГРУ, потому что здесь, в Европе, занимается всем ГРУ. А Кадыров запустил сюда, причем очень давно, своих людей. И когда к Путину приходят и говорят, там, Владимир Владимирович, вот там надо как-то с Кадыровым решить. И там Путин или администрация ему отвечает, господа, в Европе на Кадырове держится очень большая агентурная сеть. И в этом плане для ГРУ, который тоже здесь имеет свою сеть, и в том числе среди чеченоговорящих,
А для них эти люди представляют конкурентами. И их гасят. Да, их пытаются. И, конечно, этого Тимура Дугазаева в том числе гасят, так как он представляет Кадырова. Но эти люди сами себе сделали то, что они себе сделали. Как говорится, быть халифом на час – это не очень умно. Да? Если зарабатывать деньги и там что-то делать, то это нужно делать хотя бы, по крайней мере, чтобы ваша жизнь не закончилась, или вашим детям и внукам не достались эти проблемы. Но люди подписывают сделку с дьяволом, и уже отступать им некуда. И мы знаем, что некуда. Поэтому будем дальше смотреть и наблюдать. Ну, возвращаемся к санкциям. Давайте вернемся к санкциям. Так, 11 декабря «Голос Америки» сообщил, что против Кадырова ввелись санкции. Произвол Кадырова в Чечне становится все более демонстративным, говорит. Опять же, я хотел бы напомнить «Голосу Америки». Есть одна журналистка с «Голоса Америки». Я расскажу про свое общение с этой журналисткой. Мы с ней оказались в Вильнюсе, и там начали разговаривать, и я говорил про тяжелое положение чеченцев, там, и так далее, и так далее. И она на голубом глазу, без стеснения, говорит: ну вы же такие супервоины. Прям вот таким тоном так и заявляет людям, которые пережили геноцид и жалуются, что их убивают и истребляют. Она говорит: ну вы же такие супервоины, говорит, а что вы там не можете, там это, там то, все. Это просто для понимания, какие люди иногда работают даже на такой уважаемой медиа, на уважаемом медиа, как «Голос Америки», который для меня лично, как «Радио Свобода» и «Голос Америки» являлись, ну вот, я не знаю, эталоном журналистики, там, честности, объективности. Так вот, тут они сообщают, произвол Кадырова в Чечне становится все более демонстративным. Я хочу напомнить журналистам, если здесь есть имя этого журналиста, Виктор Владимиров. Виктор Владимиров, нет, это не произвол Кадырова, это русские оккупационные власти усиливают свой произвол, так как Кадырову русскими, вашими этнически вашими людьми, вашими товарищами, вашими сородичами, соплеменниками поставлена перед Кадыровым задача чеченцев сдерживать, да? И как только вот эта сильная схватка за горло чеченского народа, которая в данное время сейчас является рукой Кадырова, хотя Кадыров это всего лишь одна из рук, которые держат за горло чеченцев, мы начнем требовать свои права. Это не обязательно мы начнем войну, но мы начнем требовать и добиваться своих прав. Мы знаем, кто наш обидчик, кто нас убивал, кто нас грабил, что продолжается по сей день. И Кадыров вынужден делать то, что выполнять ту задачу, которую перед ним поставили. Поэтому это не произвол Кадырова. Еще раз, не произвол Кадырова. Это произвол российской оккупационной власти. Пока эта истина не будет 100% всеми принята, произвол на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия не прекратится. Потому что где Россия, там кровь, там горе, там смерть. Там, где Россия. Это к заголовку. Итак, правозащитники о новых санкциях США против главы Чечни и его окружения. Российский МИД считает, что санкции, введенные накануне США против окружения главы Чечни Рамзана Кадырова и подконтрольных им структур, носят надуманный характер и не подкреплены доказательствами. Об этом в пятницу 11 декабря заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Если, не знаю, совпадение это или нет, но 11 декабря, как мы знаем, это официальная дата начала первой русско-чеченской войны, агрессии России против нашего суверенного независимого государства.
На взгляд Захарова эти меры призваны не больше, не меньше утвердить в глазах международной общественности образа россиян в качестве нарушителей прав человека. Боже мой, неужели еще ни до кого не дошло? Напомним, в четверг США в соответствии с актом Магнитского ввели санкции лично против Рамзана Кадырова, а также в отношении ряда компаний и группы лиц, тесно связанных с ним. В частности, согласно сообщению американского Минфина, в черный список попали футбольный клуб «Ахмат», участвующий в первенстве России, фонд Ахмата Кадырова и другие структуры. США не в первый раз вводят санкции против Кадырова, его приближенных и родственников. Глава Чечни с 2014 года находится под санкциями ЕС. Так, Игоря Каляпина мы читать не будем. Так, и вот этого тоже не будем. Ну, короче, Каляпин такой же. Ни «Голос Америки», ни кто-либо другой не удосужился спросить ни чеченцев, ни кого-либо из чеченских правозащитников. И знаете, такое впечатление, когда сравнить, если, да, возьмем какой-нибудь там 39-й, 40-й год, да, когда тут в Германии нацистское во время правления нацистов преследуют евреев, цыган, и в это время приезжает какой-нибудь немецкий правозащитник, да, он может быть хорошим человеком, при всем при этом он приезжает, но он выступает на стороне нацистов, он признает власть нацистов, выступает и начинает заступаться за права евреев и цыган. Приблизительно то же самое происходит, когда «Голос Америки», не найдя ни одного чеченского правозащитника или чеченского какого-нибудь политического деятеля, еще кого-либо, спрашивает у Каляпиных и у Борщева. Ну, нет больше таких чеченцев, никто не может объяснить, какой беспредел там творится. Но в какой-то степени это и наша вина. Это тоже я всегда подчеркиваю, но при всем при этом ответственность не снимает. Отвечая на твой вопрос, я бы хотел сказать по поводу санкций нож-чинох. Санкции, конечно же, очень сильно влияют, и если бы они так не влияли бы, не было бы такого ажиотажа у Кадырова и его банды. Там выгнали вот этих всех пропагандистов из ЧГТРК Грозный. Они там начали, они как этот фонд Ахмата Кадырова очень сильно помогал. Там супер такая вот была помощь людям там и так далее. Конечно же, в какой-то степени нам помогали, да, чеченцам помогали, вот этот фонд. И мы видели. Но при всем при этом нужно понимать, что это за наши же деньги, причем это мизер, то, что ворует Кадыров и его банда, поставленная русскими управлять оккупированную территорию. Это так, для сведения. И начали вот рассказывать, да, это очень плохо для них. Душить будут по всем фронтам. Всех, кто связан Кадырова, духа, запаха кадыровцев здесь не будет. Да? ГРУ, которая здесь работает из чеченоговорящих, они, по крайней мере, не называют себя ГРУ. Да? Хотя здесь есть кадыровцы, которые тоже себя кадыровцами не называют. Но по большей части они здесь какую-то там погоду делают в плане, заявляя, что они кадыровцы. Делали. Пока ими конкретно не занялись некоторые лица. И потихоньку получается вот ситуация, что отсюда будет выкидываться вся вот эта банда. Мы знаем, что из Франции вот, были депортированы некоторые люди недавно, и среди них были так называемые кадыровцы. Это прорусские чечены. И будут по всем фронтам давить, все, вы не сможете передвигаться. Все. Любой вот этот фонд Ахмата Кадырова, например, который, или футбольный клуб Ахмат, или там его лошади, или там вот этот
бойцовский клуб Ахмат, который столько вложено сил, денег там и так далее. Теперь они нигде не могут выступать. Теперь его вот эти гладиаторы, я им хочу обратиться тоже, тем людям, которые продали честь, совесть для того, чтобы выступать в этом клубе, там получать какие-то машины от них, там деньги. Ну, что вы теперь скажете? Теперь вы не можете выступать от имени Ахмат, да, от русского клуба, от имени русского клуба Ахмат. Что вы теперь скажете? Инцудирдош, инцудадохшу, нах лирбеш, нах ирабеш, вейдейен был нехц, шейн шисуамдака, тер юахил, тер мускулшхил, гойч эрадо лилшдершу. Дайлам шумбика мирбу, дайл мула. Угар хылчхена. Инсархан хитслу шушун. Угар хылчхена. Угар вайтер дой шхылак деш, дош элаца деш, келдисан вай, цирдюзан вай, ашхена. Халга дойлцен. Шаш спортсмен, ждуй гарду бош, уж легализовать деш лел душу. Шуцер кюшхил бол, звери вари, Майк Тайсони, кибол, спортсменши, артисти, ушбу, церелла хуже душуншу. Ушабу мирзавч. Шу душун мирзавч. Он дальше шу церел хуже мирзавч, ду. Потому что ушам хичхом набор, шу шей махкар, шейх омар наган дад, шей тих карчадин шей ляждол оман, ты итан, цер клубе выступает, деш лилш дершо. Шо гладиатор, шо лейбу, халк зам налититан бу лейбуй, ахча луш, бебка луш. Давай дерись бож, ишт лютич надо шо. Инсудирдош, что теперь вы скажете по этому поводу? Что вы можете теперь сделать? Теперь вы не можете выступать. Не только клуб, да, санкции наложены на клуб, это же очень не ограничивается там футбольным клубом, там бойцовским клубом, там фондом Аймани. И так далее. Это все вернется к тому, что никто не сможет с ними сотрудничать. Никто не сможет с ними заключать договора. Да, они будут изгаляться, где-то что-то придумать, но для этого будет проводиться специальная проверка. Фонд Ахмада Кадырова должен перестать существовать или стать таким маленьким, таким небольшим. Те же колодцы, которые копаются, это что же копалось через фонд Ахмада Кадырова? И люди, которые эти колодцы копали, да, которые там собирали деньги, им поступали эти средства, эти люди тоже, выражаю соболезнования африканским людям, которые оказались без колодцев, но они тоже лишены, потому что под видом этих колодцев проводилось как разведывательно, так и вывод средств. Да, и мы теперь видим, что путинские люди в Африке активно, усиленно работают. Но до этого, до того, как туда ЧВК «Вагнер» приехали, поехала сперва разведка. И эти люди, которые там находятся, не все, конечно, но по большей части, которые занимаются вот этой деятельностью, которые копают колодцы и так далее, они сперва подготовили почву, разведали, и потом уже приехали ЧВК «Вагнер» и там складируют деньги, складируют там, не знаю, что они там конкретно занимаются, зарабатывают деньги, там, меняют режимы, там, государство себе там какие-то прикручивают и так далее. Но санкции это очень-очень хорошо для нас и очень-очень плохо для них.